27 июня 2014 года вошло в историю как день запуска первого пускового комплекса подземного рудника «Удачный». В течение нескольких лет на месторождении велись подготовительные работы, параллельно с доработкой карьера открытым способом. И вот теперь на месторождение заходят шахтеры. До 2019 года «Алроса» увеличит добычу на трубке «Удачная» в 1,5 раза, достигнув проектной мощности. С места события Александр Шершуков. Внимание! Пуск! В «Алроса» теперь одним рудником больше. Трубка «Удачная» стала 4-й, где было решено перейти на подземную добычу алмазов. Запасы на сумму более 21 миллиарда долларов по-другому извлечь из недр просто невозможно. Подземка в «Удачном» – объект уникальный, со своими особенностями. Например, строительство рудника ведется без остановки добычи алмазов непосредственно в карьере. Еще один момент – попасть в шахту можно не только по скиповому стволу, как обычно, но и через специальные выработки непосредственно в карьере. Возведение комплекса началось в 2004-м. Затраты «Алроса» на строительство к сегодняшнему дню составляют примерно 34 миллиарда рублей. И это еще не все. Инвестиции в объект продолжатся до 2019 года. Фактически у компании стоял вызов или выбор, что, в общем-то, стратегия. Или реализовывать такие сложные объекты, или, по сути дела, идти путем по сворачиванию города, по сокращению рабочих мест. Поэтому мы, в общем-то, свой выбор сделали. Сегодняшний рудник – это, по сути дела, работы для людей на многие-многие десятки лет. Поэтому, в общем-то, мы считаем, что это ключевое событие текущего года. На плановую мощность рудник будет выводиться постепенно. В 2016-м подземная добыча руды достигнет 2 миллионов тонн руды в год. А к 2019-м на долю рудника будет приходиться 2/3 подземных мощностей компании, 4 из 6 миллионов тонн руды ежегодно. При таких объемах запасов трубки хватит на 60 лет. Конечно, это гигантский труд строителей, гигантский труд всех участников этого производства. И думаю, что на самом деле это даст новый импульс дальнейшему развитию города Удачный и компании «Алроса» и всей алмазодобывающей промышленности Российской Федерации. Надежды на новый рудник возлагаются более чем большие. Впрочем, как и объемы оставшихся работ. Но ведь рудник назвали удачным, а как показывает практика и опыт, в этих местах содержание обычно соответствует названию.